В центре внимания участников конференции вопрос международной политики Абхазии в рамках сотрудничества России и Турции. По словам президента Международного фонда АПСНЕ Санера Гогуа, отношения между Россией и Турцией имеют прямое влияние на нашу республику, так как Россия является стратегическим партнером Абхазии, а Турецкая республика – наш сосед через море, где проживает большая абхазская диаспора. Санер Гогуа уверен, что открытие транзитного коридора между Россией и Турцией через Абхазию положительно отразится на экономике нашей страны. Наши абхазские диаспоры, проживающие в России и Турции, в этом географии мы находимся очень давно, и есть у нас достаточно хороший опыт по вопросу логистика, по вопросу открытия транзитного коридора. Я встретился с разными коллегами и турецкие, и российские стороны. Они заинтересованы. Турецкие предприниматели очень заинтересованы отправить свои сырья в Абхазию, если мы им создадим здесь промышленную зону, обрабатывать дальше свои продукции здесь, в Абхазии, и беспошлино отправить в Российскую Федерацию. Сегодня большая часть нашего народа живет в Турции. Именно этот фактор может стать таким, как мы пытались тогда с Сунером использовать, это во взаимоотношениях России и Турции, и внести свой какой-то маленький вклад в дело сотрудничества. Тогда еще не было такого близкого сотрудничества между Россией и Турцией. По мнению участников конференции, дружба и сотрудничество России и Турции открывают перед Абхазией возможности, которые помогут преодолеть многие проблемы экономического характера, а также способствуют возвращению абхазской диаспоры на родину. Эксперты из Турции и России высказали мнение о том, что очень важно развивать и укреплять абхазо-турецкие отношения, так как исторически сложилось так, что большая часть махаджиров живет именно в этой стране. Несмотря на то, что многие уже переехали жить на родину в Абхазию, в Турции остаются родственники репатриантов. Это очень сложный вопрос. Его превосходительство и я, мы работали министрами долгое время, и мы пытались найти какие-то возможности и пути, хотя бы чтобы начать установление каких-то отношений между Турцией и Абхазией. И я вижу здесь моих коллег и друзей, которые были представителями диаспоры в Турции, сейчас они граждане Абхазии. Они тоже хотят продолжать свою связь с Турцией, потому что там остались их родственники, они хотят ездить. Действительно, современное состояние российско-турецких отношений не предполагает того, что Абхазия является ключевым элементом, ключевым звеном в этих отношениях. И в этой связи Абхазии, наверное, нужно проявлять инициативу, искать свое место в этих отношениях. Примеры того, когда Абхазия это делала и делала это успешно, существуют. Например, хотелось бы вспомнить 2016 год, апрель месяц, когда как раз мы находились в состоянии кризиса, Россия и Турция, и Абхазия предоставила свою площадку, была инициатором экспертных, научных контактов. Абхазия тесно связана с Россией, являющейся нашим союзником, и Турцией, где проживает многочисленная абхазская диаспора. Торговые отношения Абхазии с Россией и Турцией приносят существенный доход республике, и перспективы развития нашей страны во многом связаны с ожиданиями использования Абхазии как дополнительного моста дружбы между Россией и Турцией, отмечалось на конференции. На Алакове, Роберт Ломя, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.